Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King, Семен Тарбахов, как обычно, со мной. И у нам сегодня в гости пришла заведующая детским садом номер 1, звездочка, центром инклюзивной практики городского округа нашего города Якутска, Черных Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, познакомьтесь с Семеном. Я слушал, вы разговаривали до передачи. Что будете готовить, что будет у нас сегодня? Сегодня у нас приготовление очень простой по составу и очень быстро приготовляемый салат итальянский с рукколой и сыром буррато. Да. Почему выбор пал именно на это блюдо? Это ваше любимое или как-то ассоциации с Очень, Италией? очень люблю этот салат, люблю отдельно сыр. То есть любитель, фанатка этого сыра. Сыров? Да. Вообще, Сыров вообще вкусных. Сыров вообще? И вот Нет, этого сыров сыра? вообще. Ага. А есть любимое блюдо? Именно это, либо вообще? Это. Именно это. Да. И поэтому, ну вот, дань своим... Было бы еще лучше, если там были бы летние свежие черри. Да. Черри, да, Да, пахнущие, да. Ну, Тогда еще история лучше была бы. Мы, к сожалению, живем в таком регионе, которым, ну, скажем так, свои прелести есть, несомненно, но свежими продуктами бывает иногда перебои, сезонные продукты, но что делать, мы даже так выходим из ситуации, да. Вот, учитывая то, что ваше блюдо будет готовиться быстро же, да? Да. Мы можем какое-то время пообщаться, потом спокойно его приготовить и общаться, я думаю, за 40 минут, которые нам отведены эфирным временем, мы вполне себе справимся. Да. Вот, поэтому первый вопрос, внимательно. Расскажите, пожалуйста, Елена Сергеевна, о себе, это я так прикалываюсь, да. Вы же не в один день стали заведующей. Так, как вы выбрали вообще эту профессию, либо было ли это сразу? Заведующей я никогда не мечтала быть, я всегда мечтала с детского сада быть воспитателем. Вот. И когда пришло время поступать, я пошла в педучилище номер 2 наше якутское, поступать на воспитателем. Тогда был добор студентов на музыкальное отделение. А так как я закончила еще музыкальную школу по классу аккордеона. Да ладно, у меня сеструха аккордеон. Вот. Я уже, это было давно и, может быть, даже уже не помню, но иногда пальцы все-таки, память, да, физическая, она существует. Ну, в общем, да, и я закончила благополучно это отделение, да, проработала год в школе. Кем? Учителем музыки. Так. Да. Все-таки поете классно, наверное. Не буду, это все-таки надо оценка со стороны. Спойте, слушай. Нет, вот, проработала год в школе, поняла, что все-таки не мое, хочу быть воспитателем. Вот. И пошла работать воспитателем. Вот действительно, да, я так думаю, что это одна из тех немногих профессий, которые человек, ну, когда осознанно выбирает, это не из-за денег, не из-за чего-то другого. Вообще 100% это как призвание. Работа воспитателем-то вообще не про деньги. Да, вообще да. Ну, учитывая то, что и зарплаты, скажем так, ну, не самые высокие по средним по цеху. Согласитесь же, да? Но это вот, что это такое вообще для вас? Это любовь к детям. Прежде всего, я всегда, сколько это я себя помню, мы приходили в гости, я водила с детьми, я их укачивала. Я выросла в многодетной семье, нас четверо, я старшая. Я хочу вам комплимент вашим родителям сделать. Вас классно воспитали, что вот любовь к детям привили. Действительно, это же дорогого стоит, я бы так сказал. Да, да. И вы хотели быть все время воспитателем тогда, получается? Я работала воспитателем, да. Но время не стоит на месте, я развивалась, я общалась, и в конце концов мой руководитель, проработав 20 лет воспитателем, ну, родив за это время ребенка, была в декрете. Мне сказали, 20 лет вы работали воспитателем? Да, мне сказали: Елена Сергеевна, все, ты уже в этих рамках застоялась, надо идти дальше. Все знаете, в полях были. Да. Иди. И вот Нина Семеновна Горбунова дала мне вот прямо вот наводку, и я отправила меня. Но я занималась в это время еще, помимо воспитателя, делопроизводством, то есть я, вступив в должность заведующей, я знала всю вот эту хотя бы нормативно-правовую базу. В полях вы были, то есть все эту... Там же, ну, как это все равно руководители, это же чуть-чуть другое. Абсолютно. Абсолютно другое. Нет, ну и при том надо и знать, как работают воспитатели, чтобы сказать: а вот этот ребенок не слушает, что мне делать, ну, иметь хотя бы... В том числе, да. В том числе, да, но и при этом там делать производство, юридическая составляющая, нормативно-правовые акты, хозяйственную делать, трубу, не дай бог, прорвала, сантехник, как общаться, они... Ну,
руководитель. Это вообще вот такой шестирукий Шива, по-моему. Да. Да, вот. И долго вы раздумывали, прежде чем согласиться? Неделю. Всего-то. Ну и то мне сказали, это просто всегда предлагают, сразу соглашаются. Я попросила, дайте мне неделю подумать, потому что у меня была старшая группа, как оставить детей. И вот пока мои дети не выпустились, это 1,5 года, я прям хотела вернуться. И ответственная очень. Я хотела вернуться, мне было жалко своих деток, которых я первой младшей. Вот. Это был как-то для меня, ну, в какой-то мере предательством, я считала. Ну, вот я и говорю, вы ответственность, ну, то есть, как бы, степень такая. Потому что, ну, как они без меня? Ну, вот, в первую очередь... Ну, был напарник, поэтому я-то их оставила в хороших руках. Ну, все-таки свое личное, ну, все мы эгоисты, да? Поэтому немножко эгоистическое у меня было, хочу обратно, пока не выпустились дети мои. Даже так? Ага. И как начались трудовые будни руководителя? Ну, трудно, но были помощники, руководители, которые стажисты очень меня поддержали, помогали, им большая им благодарность, вот. Потихоньку, помаленьку, но на ошибках учатся, набила много шишек, ну, как и все, то есть нельзя прийти в профессию, которая мало тебе известна. Ну, хотя могут, конечно, у меня не получилось, то есть были... Я и сейчас иногда допускаю ошибки. Кто не делает ошибок, тот не работает. Ну да, я и говорю, да, не ошибок делает только тот, кто вообще ничего не делает, как правило, да. А вы специально учились на руководителя сейчас, потому что же всевозможные повышающие курсы есть? Нет, у меня дополнительная профессиональная переподготовка по менеджменту, но это уже в процессе, когда это вошло в стандарт, то есть нас обязали, да. Ну, то есть должен соответствовать... Конечно, у тебя знания должны быть в любом случае, либо с экономической, юридической, либо вот с менеджментской стороны. Вот. И даже когда мы открыли вот дополнительные группы Центра инклюзивной практики, я пошла учиться в магистратуру. То есть 4 года назад я закончила, да, я магистр, я закончила магистерскую программу, потому что разговаривать с людьми надо на одном языке. Я считаю, да, и как, я считаю, могла предъявить какие-то требования к моим специалистам, дефектологам, психологам, логопедам, не зная этих детей. То есть, ну, я говорю прям, я не все знаю, то есть я закончила учебу, я все-таки руководитель, у меня практики не было, может быть, что-то я и подзабыла, но зная детей и зная немножко теорию, я могу руководить ими. То есть, не зная, нельзя к людям И сколько подходить. лет вы руководитель, по-моему, 17 лет. То есть в одном садике, либо у вас? В одном. В одном садике, все, 17 лет. Но развиваясь. Вы ведете, да, расскажите теперь тогда, пожалуйста, про ваш детский сад, тем более, что он, ну, скажем так, необычный же, да? Да. Да. У нас инклюзивный детский сад. Инклюзия в чем состоит? Что такое? Да, давайте нашим телезрителям объясним, потому что это включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду нормотипичных детей. То есть объединение детей. Потому что вообще как пришла нам эта мысль? Придя вот на руководство в детский сад, у нас там уже была одна группа. Кратковременное пребывание для детей, там был ребенок с синдромом Дауна, там были дети с ДЦП, их было мало, их было всего 8 человек, и вот они были вот в одной группе. И я, наблюдая, и вот смотрю, думаю, ну, надо этим детям выходить. То есть мы их ограничили, да, вот этими какими-то рамками, у них развития нет, они смотрят на себе подобных. Да, с ними занимаются педагоги, да, вот. Потому что им специальный уход, нужно совершенно другое отношение, специальные условия. Специальные условия, да, образовательная среда, педагоги, какие-то технические, да, приспособления. Естественно, это все надо, для особенных детей нужны особые условия. Вот. И мне так удалось, и я благодарю судьбу, что я познакомилась с Ириной Александровной Юдиной, сейчас завкафедры дефектологии. Обратилась к ней, что вот есть такие дети, что мы хотели бы дальше развиваться, и она меня научила, то есть не вот методом тыка мы все это начали, это все-таки у нас была научная основа, да. Ну, то есть... И мы вот начали с ней разрабатывать мы приняли модель интеграции по Малафееву и Шматко. Всем говорю, но это больше, конечно, для специалистов. То есть для каждого ребенка разное включение ребенка в группу нормотипичных детей.
Нормотипичные дети это, ну, то есть... Здоровые дети. Здоровые дети, да. Скажем так, да. Ну, они есть, интеллектуально вот сохранны, у них интеллект сохранен. Ага. Бывают же дети-инвалиды там, по сердцу, да, так вот, но у них интеллект сохранен. А нам самое главное для развития познавательной деятельности – интеллект. В первую очередь. Ну, в первую очередь. Да, когнитивные способности, чтобы человек мог общаться, скажем так, нормотипичными детьми, да. Здоровыми детьми. Здоровыми детьми, да. Хорошо. Так. Вот. И мы уже в 2011 году стали городской экспериментальной площадкой. Выиграли же в этом году конкурс как лучшая группа кратковременного пребывания. Вступили в республиканскую экспериментальную площадку. А в 2013 году, тут уже похвалюсь, в 2013-2017 году мы выиграли грант президента Республики Саха-Якутия с нашим проектом. Да. Молодцы. Вот. Ну, мы до сих пор развиваемся. Мы сначала начали с детьми с детским церебральным параличом. Потом мы поняли, что как бы одно заболевание, ну, не бывает у детей, обычно очень много сопутствующих. Очень много, да, это задержка психического развития, у кого-то там со зрением, да, со слухом проблемы. Поэтому мы уже стали брать, к нам стало очень много обращаться детей. Когда узнали, что вы именно такой садик с таким направлением? Ну, группа, у нас группа такая есть. Группа такая знаете, была. Узнали, вы же сказали, что у вас группа такая была. Мы развешивали объявления в поликлиниках. То есть мы есть, детей мало, желание работать с детьми есть, а родители, почему родители боялись? Это сейчас мир, слава богу, открылся этим детям. Да, потому что все-таки, скажем так, отношение общества и развитие общества в целом идет в этом направлении. Да, скажем так, ну, не побоюсь, наверное, этого слова, совсем недавно в нашем поколении такое было ощущение, что инвалидов не существует, как будто их нету. Не было доступной среды, да, инвалидных колясок, ну, то есть доступно не было, и такое было ощущение, что мы живем в обществе, которое какое-то такое стерильное. Но на самом деле они есть, они были всегда. Но они были закрыты. Они были закрыты, они были там, да, если, слава богу, родители, слава богу, близкие, которые могут ухаживать, и они были закрыты. А сейчас мир открылся, и мы, слава богу, скажем так, движемся в этом направлении. И по крайней мере, общество уже воспринимает их как себе равных, и это совершенно нормально. И сейчас, слава богу, родители начали понимать, что не надо стыдиться этих детей. Никто в этом не виноват. Вот, кстати, вот я хотел вам вопрос задать в первую очередь, потому что я, скорее всего, буду прав, если скажу, что для родителей жизнь у них меняется от до и после. Кардинально. Кардинально. Да. Сразу, когда, ну, действительно, это ничья не проблема, потому что мы сегодня снимаем передачу 21 марта, 21.3, это вот как раз Международный день синдромом Дауна. Да, правильно? День солнечных людей. День солнечных людей, да. Это ничья не вина, увы, к сожалению, бывают такие генетические отклонения, и никто не бывает, ну, совершенно на здоровых людей пары может родиться ребенок. И все, действительно, жизнь семьи меняется до и после. Кардинально меняется. Абсолютно меняется, да. И отношения вот родителей, да. Вот здесь очень большая роль родителям. Тут такой огромный труд родителей. Ну, мы говорим сейчас не про детей, да, синдром Дауна, а вообще про детей с ограниченными возможностями здоровья, да. Вот у нас детки ходят, у нас, например, общее количество детей у нас 420, а в здании, где находится Центр инклюзивной практики, 240 детей, 160 детей, из них с ограниченными возможностями здоровья. Это дети с расстройством аутистического спектра, это дети с психическим нарушением, задержкой психического развития, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть с интеллектуальными нарушениями, то есть, ну, все, да. От легких проявлений до тяжелой степени. Говорить я могу об этом много. Да, ну давайте поговорим, потому что тема действительно очень-очень серьезная. Вернемся к родителям. К родителям, да, как родители, да, потому что многие, скорее всего, сначала винят себя, начинают искать, а почему именно со мной, что произошло. Искать причину. Искать причину, да. Почему если так? Не я виноват, то кто в этом виноват? Да, если не я, то кто и вообще что произошло, да. Что произошло? Да. Самокопание какое-то такое, да. Вот, и они тоже. Я так думаю, что даже родителям самим требуется психологическая помощь многим. Да. Да.
И мы вот для таких родителей и таких детей с тяжелыми множественными нарушениями у нас есть 3 группы лейкотеки. То есть лейкотека. Лейкотека. Это да. что-то, этимология слова, пожалуйста. Это со шведского, по-моему, сборище игрушек. То есть это игровая. То есть и здесь в чем суть, как мы ее представляем и как мы родителям преподносим, это группа для всеобуча родительского. Мало того, что ребенок приходит в сопровождение родителей, родители выступают тьютором, и мы родителя учим, как общаться с ребенком, что делать, вплоть до того, как собирать пирамидку правильно. Это же собрать правильно пирамидку, это тоже очень большой труд. Ну да. Ребенку надо сказать, что найди самое большое колечко, не просто так набери, да, теперь из оставшихся самое большое. Теперь из оставшихся самое большое. То есть, ну это вот да, и поэтому собирать... Несложные, вроде, казалось бы, логические задачи. Да. Да. Но на самом деле ребенку, кому интеллектуально немножко сниженный уровень, это очень сложно. Вот. Ну да. Он, собственно, и суть задачи может не понять. И да. вот даже там что-то, и самое главное, учить родителя не делать за ребенка. Не надо, что ты вот он больной, он там надо ему помочь, да, надо сделал. Ему помочь. Нет, надо вместе с ним сделать. Надо ему помогать. Но не делать за него ни в коем случае. То есть это берется рука ребенка и что-то вместе делается. А вот так даже? Да. Да. И у нас родители первое время, когда приходили, мы у них забирали телефоны. То есть, ну, они же, как по аналогии, привели ребенка в детский сад, я ручки сложил. У нас так не работает. Вот ребенок, пластилин лепите. Да. А я тут посмотрю, как вы. Нет, раз вы к нам пришли... Это так не работает? Нет, у нас нет. Ага. Ну и вообще оно не должно работать так. Так. Ты должен делать вместе с ребенком, ты должен быть помощником ребенка, ты должен быть его руками, но не за него, вместе. Вот это самое главное. Вместе. Чтобы он, научившись, в следующий раз он уже сам не складывал ручки, самостоятельно, а пытался хотя бы что-то взять, что-то если у него сделать. спастика, да, там, да, так. вот что-то, то есть мотивировать ребенка, чтобы он что-то делал. В этом очень хорошо, кстати, вот для детей с ДЦП ипотерапия помогает. Что еще раз? Ипотерапия. Это что такое? Это с лошадьми. С лошадьми, потому что мы одно время посещали конюшню и конный клуб, да, сказать правильно. И там даже вот ребенку кладет сюда вот яблочко к лошади, и он вот где-то у него под коркой, он не может руку но чтобы дать лошади что-то вот животному любому, да, покормить, у него это идет вот механически раскрытие руки. Вот так. Да. Типа на, возьми. Ну вот какие-то вот такие логические цепочки. Ну да. Что типа такого, вот, да? Это вроде неконтролируемое, да, движение, но вот мотивация. Инстинктивная, вот может быть, да. даже. Да, пока у нас ипотерапия не получается, потому что это финансово затратно, но у нас идея у меня это в голове всегда. И мы этот будем проект разрабатывать и все-таки. Я тут хочу вас похвалить. Вы сказали же, что в первую очередь развешивали объявления в поликлиниках. Да, ну то есть вы знали вашу целевую аудиторию, что она делает, где она точно может быть. В детских отделениях. Вы, скорее всего, и маркетолог тогда, получается. Скорее всего, это проходили. Ну, я училась. Да, я про это и говорю, да, потому что, ну, одно дело просто газету читать и сидеть ждать, а тут вы нацеленно нашли, куда точно они придут в любом случае. Да. Ну, то есть от вас начали узнавать, вы, ну, как бы, я имею в виду не о вас, а о детском саде, и вы сейчас сказали, у вас 160. 160, ну, это очень немало. А есть в городе еще аналоги, ну, такие садики, где, скажем так, общаетесь с коллегами? Вот прямо чтобы садика нет, групп в детских садах, группы есть. Очень много у нас по городу логопедических групп, у нас есть, тоже открывают. Это требование времени, потому что детей, к сожалению, становится таких больше. Да? Больше, да. Больше. Это статистика об этом говорит. Это не стоит умалчивать, это увы и ах. Да. Нет, сады работают, сады открывают, сады берут, даже в общеобразовательные группы. То есть, ну, родителям же надо работать. Ну да. Трудно самому детскому саду, трудно педагогов, но что делать? Вот как-то выходим, друг другу помогаем. Ну, то есть вы общаетесь с коллегами, да. опыт коллег, может быть, из других регионов, наверняка, я в этом уверен. Вы же, по-моему, мне рассказывали, что ездите, обучаетесь. Да? Ну, вообще, вот как все это я придумала и почему вот это я сделала, потому что
Мне в свое время Алена Атласова помогла. Это вот благотворительный фонд. Благотворительный фонд. Да, она меня отправила в Москву смотреть. То есть я с ней, вот мы связались, она узнала нашу деятельность, она вышла на меня. Как вообще... Да, и вот она, вот как очень это делается. Очень много аспектов. Очень. Да. То есть, например, мы находимся в здании для, обыкновенный детский сад. У нас нет лифтов, у нас нет бассейна. Сейчас мы тоже вот ведем работу о выделении нового здания нам, чтобы там уже были лифты. Тут потому что у нас есть подъемники, технические средства, но они настолько неудобные. Нам легче взять ребенка и на 3-й этаж. Вот так да, быстрее получится, да, как также говорится. Мы на прогулку идем, а ребенок одет, и внизу уже ждет коляска, то есть у нас прогулочные коляски специальные. И там уже в сопровождении ассистента или тьютера мы ребенка выводим. То есть есть такое вот. Родители приходят, тоже на руках носят, вот как-то. Но вот что есть, вот из чего есть, тем мы помогаем. Территория у вас хорошая. Самого получается. Новый детский сад, новый детский сад, новое здание, но оно вроде как не было же предназначено именно для детского сада. Нет, но хотя у вас новое. Хотя много, потому что дети же пошли, нам надо, я в управлении образования, там, вот надо, то есть вот нам надо расширяться, мы уже не можем всех, мы уже и группу кратковременного пребывания от агрессии там, и ликотеку открыли, и службу ранней помощи, понимая, что чем раньше начнется коррекционная помощь детям, тем лучше, поэтому мы принимали там, вообще у нас даже там с 2 месяцев, 6 месяцев нам дети иногда приходят. Да, у нас и сейчас есть служба ранней помощи. Детки, да, чукурушки мы их называем, приходят с мамочками. Но в этом возрасте, конечно, инвалидность детям или ограниченная возможность здоровья статус не ставят. Это тревожные мамы приходят, да, или там по неврологии что-то, да, тоже мы не просто так берем. Кто-то, мы даже у нас вот берем, что вот все с путевками, конечно, к нам ходят. Приходят родители к нам на консультацию, несколько раз ходят, вот. У нас есть возможность, дети же болеют, места там, вот сегодня пришел, завтра не пришел. Кто-то уехал, возможно, да. Да, на реабилитацию или еще куда-то. Мы постоянно кого-то приглашаем, консультируем, родителей, детей, специалистов города. Так, неплохо бы приступить к делу. За основное. Собственно, мы почему собрались, мы можем, конечно, общаться, тема очень серьезная. Сейчас, получается, это вы хотели сами показать или как? Ну да. У нас так, сначала мы выложим рукколу. Так. Я вот, или мы сюда масло ничего не надо? Потом сверху. Да. Траву. Траву. Говорят, обильно. Якут траву не ест, да? О, вы даже это знаете? Конечно. Я совершенно был уверен в этом. Я якут траву не ест, меня жена заставила. Научила и приучила, скажем так. Я в последнее время ем траву. Очень хороший авокадо. Немножко взбрызнуть оливковым маслом. Так. Как-то с баночки-то так не умею, конечно. А вот смело можете наклонять. Оливковое масло. Да, вот совсем капельку, чтобы только вот, чтобы не так сухо было, да? Чуть-чуть соус. Дальше у нас идут помидорки черри. По половинке? Да. Давайте. Располовинить. Да. Кто-то, кстати, говорит, что когда черри, вот эти, где вот это надо убирать, а некоторые говорят, не надо. Ну вот тут настолько оно маленькое. Вообще, оно же съестное, господи. В классике берутся хорошие мясистые помидоры. И используют их, как-то вот черри тоже очень. Быстро я не нашла, поэтому черри тоже как вариант, да. Что говорит современные тенденции, Семен? Надо убирать, нет? По-моему, не надо. Это кому как. Да, вот я и говорю, кому как, да. То есть это не считается таким жестоким нарушением. Конечно, если там вот он большое вместо выращивания, выращивания, то, конечно, там берешь. Как это еще называется вообще? А? Как это вообще называется? Я хочу Семена спросить. Что? Вот эта белая штука, где прикрепляется. Ой, если честно, я сам забыл уже. Тоже не знаешь. Пимпочка. Пимпа. Так красиво. Помидорами. Так, обложили. Да. Уже красиво. Да, это очень простой салат, очень свежий. А давайте все положим, господи, на. Да. Что тут 2 оставлять-то? Конечно. Вот это нам не надо. Его очень хорошо в летнее время, когда ты не ходишь в жару, себя нагружает. Вообще, и когда у тебя есть свежие томаты, такие, знаете, домашние, пахнущие. Да.
Это вот очень хорошо. Потом Так. Авокадо чистительное Авокадо? надо? Или как? Ну, авокадо я потом раскладываю, чтобы оно вот, Ладно, окей. ну, тут, да. А сейчас Вот. Это у нас ваш выход. Волшебство. то с- Можно я выход, солить сэр. туда воду, да? Водичку слить? Сейчас, секунду. Можно, да, мне слить водичку куда-нибудь. Да. Это мы смонтируемся. А, слить водичку. Она Обязательно, потому Она что он в живет- таком рассоле находится. рассоли? Так. Айран мы Такая. потом оставим на завтра. Вот такая красота. Вау! И? Это сыр бурата у нас. Да, Ага. сыр бурата. Он завязан вот такой вот веревочкой. Так. Веревочка это аккуратненько Развязывается. Оттуда появляется. Это убирается. Веревочку не едят. Убираем. Ага. Так. И вот обычно авокадо режется, но ножом, то есть, ну вот для этого салата я вот, Берете вот так так, да, Да, чтобы оно авокадо тоже хороший было вот, попался. да. А, хитро. Да, вот Можно, так можно аккуратненько. так. Здесь авокадо не принципиально вообще по классическому салату, который вот мне вот, ну, рассказали, авокадо там нет. Но я тоже любитель авокадо. А сыр вон вот так остается, да? Сейчас сыр потом не, не, уже щас. разделывается перед употреблением непосредственно. Угу. То есть вот такие Ну мы вот сейчас, вкрапления, скажем да. так, да, последние уже штрихи, так я понял, идут, да? Да. Да. Если все это есть из дома, это к приходу гостей раз и Буквально, да. буквально. да. Но бурата рекомендуется выкладывать есть в комнатной температуры. Мгм. То есть тогда у него большая отдача вкусовая. Мгм. Он раскрывает свой вкус. Так. И вот бальзамический крем-соус. Крем-соус. Да. Бальзамико. Нет, это А, не другой, да? бальзамический соус. Это Да. другой. Он со сладковатый. Такой. Бальзамический уксус и бальзамический крем. Это крем. Да. Я же говорил, что я не повар. Я ведущий кулинарного проекта. Я еще, И не, вот все, так. я еще не все знаю. Можно пообильнее даже. Да, по обильным поливается на бурата. ага. Вот так. Двойное мороженое. Это как, да, максимально пачка попробовать. Шоколадным этим. Почему нет-то? У-у-у. Все, салат готов. Салат готов. Да, давайте мы вот В его так некоторых вариациях поставим. еще посыпают каким-то Кедровым орешком. Кедровыми, Кедровым грецкими орешком, да. орехами. Чур я сыр. Шутка. Вот. И Ну, да, теперь да, давайте разделать, нужно открыть, вскрыть нам бурата. Да. Брата. Да. Я вот Так. сейчас так специально на камеру сделаю. То есть внутри сыр стратишелла. Страточелло. Страчателла, да. Вот такой мягкий. Творог. Очень делается вообще бурата на основе коровьего молока и иногда с Козьего. буйволин. Нет. Буйволин? Молоко буйволин, да. Вот это вот так разделывается. И порционально, вот вместе, как тортик, накладывается. Да. Когда уже сервировка, да? Да. Ну, мы это можем тоже тогда сервировать. Да, мы попросим Семена, да, наверное, Семен? Вообще И- первый раз сыр бурата сделали в 1920 году. Вау. Да. Это относительно молодой. Молодой продукт, Молодой, но уже стал деликатесом. Чуть и- больше 100 лет всего, будем так говорить, да? Да. Ага. Вы можете убрать. Лена Сергеевна, вы педагог уже сколько? 37 лет. Очень большой стаж. Очень много опыта, да? Я как человек как раз вот 37 лет, нет, еще гораздо раньше тоже ходил в садик. Были воспитатели. Есть до сих пор любимые воспитатели, которые мама моя подруга общается, я с ней общаюсь, да? Большой привет, это здорово, да. Но подходы к воспитанию и к отношению детей были чуть-чуть другие. То есть нам иногда там крепкое слово, подзатыльник, отшлепать, если вдруг, не дай бог, не слушаешь. Это было нормой. И родители чуть ли не говорили, мой не слушается, ну вот задайте ему. Это тоже было нормой. А сейчас уже совершенно другие времена. Как вообще, вот я, подводя вопрос, я хочу задать такой, как вообще, ну вот, с вашего опыта огромного, да, несколько поколений уже прошло, можно сказать, воспитание и изменения какие-нибудь есть? Ну, вообще, Что? рукоприкладством в детском саду, вообще к ребенку, да, вообще категорически нельзя.
Раньше Ну, просто сейчас тем более, сейчас да. за это сразу в тюрьму. Да, ну, Да, это порядок. Если докажут, и тем более, что Нет, нельзя. любой суд будет на стороне ребенка. Это вам нужно Конечно, доказать, что вы конечно. рукоприкладство не Да, прикладывали. Не дай бог, да. нет, нельзя, сейчас Ага. все более лояльно. А у нас линейки по рукам в школе, это Нет. тоже было нормой? Не знаю, меня не били. А, да? Не знаю, Ну, как у нас- девочек. ну, я, видимо, такой У ребенок меня, был. видимо, не было опыта, Да, поэтому и я мелом- не применяю. И мелом кидали, и родители говорили, это вот так ей надо. Нечего там Видите, сидеть, еще, балдеть. да, вот. Вот. Да, изменения за Да. это время, что, поменялось? Ну, работа воспитателя сейчас отличается, потому что изменилось отношение к воспитателям. Раньше почему? Я же, мама мне всегда говорила, я вот прямо вот мечтаю, да, что ты была бы воспитателем, тем более я хотела, потому что в то время, когда я ходила в детский сад, воспитателей считали каким-то божеством. Да. Скажем так, да, Да, и учителей, их воспитателей. обязательно надо слушать. Их обязательно Директора школы мы авторитет. видели и прятались за угол сразу. Это Да. были такие вот глыба. Ну, Всё, сейчас да. как-то вот изменилось, конечно, отношение к воспитателям, очень жаль. Но мы все-таки мы же тоже несем ответственность за детей, мы вкладываем, да, в детей. Хотя по закону первый воспитатель, всю ответственность за воспитание несет родитель, мы их помощники. Вот, кстати, нас ассоциируют кстати, как с ключевое. основными. Вот сейчас ключевое, кстати, да, первый несет родители. это Конечно. 100%, да. Да. А просто многие родители думают, а вот я своего отдал и все, ничего не знаю. Делайте с ним, что хотите, вылепите ко мне из него примерного, хорошего, доброго, порядочного гражданина. Ну, один в поле не воин, Да. поэтому, Ага. когда делается это дружной командой, соответственно, совместно с родителями, то есть это получается большой результат, хороший. То есть родитель должен быть участником того же образовательного процесса, что в детском саду. Тогда будет эффект. И насколько современные родители, скажем так, воспринимают эту информацию и соглашаются ли, и вообще участвуют в процессе? Как вы общаетесь? Ну, как я часто? думаю, что и раньше не Понятно, было прямо что так от родительские народа собрания. я. Нет, сейчас кто-то прямо вот живет в детском саду. У нас есть такие родители, да. Беспокойные. Они беспокойные и вроде как и внимательные. Внимательные к своему ребенку, к детскому саду. Им охота, они везде участвуют. Они вкладываются. Ну, бывают такие родители, у которых там вот Видишь, раз в работа год. на первом месте, да. Видишь раз в год. Да. На родительском собрании? И то не факт. И то не факт, да. Да. Родители разные, так же, как и дети разные, поэтому мы принимаем всех. Я иногда приходил на родительское собрание и говорили, вы кто? Это было нормой, да, потому что супруга в основном ходила, да, ну, говорили, вы кто? Чей вы? Сейчас тоже что бывает. Сейчас такое тоже есть, да. Ну вот, как говорится, сильно не поменялось. Согласитесь ли вы с тем, что вопрос воспитания, очень много педагогической и практики, и литературы, и процесс меняется, но согласитесь ли вы с тем, что воспитывать нужно не детей, а воспитывать нужно себя? В первую очередь. Расхожее такое мнение. Нет. В последнее время с этим, кажется, все согласны. Дети в любом случае будут брать с вас пример, и поэтому сами. Первый опыт ребенка общения людей, взаимоотношений, это родители. Мама, а потом папа, да. мама, То есть и как, папа. вот, можно сказать, ребенок зеркало семьи. Бывают исключения, но в основном это так. Что-то где-то психологи разбираются, а так как у нас дети с ОВЗ, мы очень глубоко в этом разбираемся, да? Иногда копаемся в этом. Получается, что все-таки в семье, что-то у мамы с папой не так, ребенок вроде не слышит, он вроде как ты ему в глаза же ничего не говоришь плохого. Какие игры у детей, да, собственно, это гаджеты, вот это да, вот. я имею в виду, да. Особенно это касаемо детей, вот, например, с расстройством аутистического спектра. У них же свой мир, и этот мир создается в семье. Они, даже если у меня вот девочки, дефектологи, а мы разговариваем постоянно, да, и разговариваем, как же должно быть это в семье. Во-первых, все, что в детском саду, все, что в реабилитационном центре, все, что там в кабинете у логопеда, у дефектолога, если они ходят на какие-то платные, да, там, консультации, это очень хорошо. Все должно переноситься в дом. То есть, если ребенок пришел,
с ним позанимались, ушел, дома нет атмосферы вот этих картинок, карточек, ну то, что вот делают, все, это То осталось есть продолжительно там. все должно быть цикличный, постоянный процесс. Постоянно, и это очень большой труд родителей, очень большой. И те родители, которые вкладываются, те, которые родители сами учатся, многие родители становятся дефектологами, логопедами, психологами, сами. То есть у таких будет гораздо больше Конечно. развития и прогресс, самое главное. Есть этому примеры. Ага. То есть вот особенно дети с расстройством аутистического спектра, их можно вытащить. Но Можно. Можно. Ну, в разной степени, Вот конечно. тут мне такое ощущение, что ключевое слово «можно» вытащить. Можно, Да. если постараться. Да. Но одни, например, если взять наш детский сад, мы не сможем. Мы, во-первых, не реабилитационный центр. Наша самая важная цель – это социализировать ребенка, Да. научить его общаться. Да. Мы не корректируем. Мы помогаем, конечно, у нас есть логопеды, дефектологи, мы ведем коррекционную работу, но не настолько глубоко, как реабилитационные центры или там врачебная, да, какая-то помощь. Наша роль – научить ребенка общаться, драться, отвечать, да, это жизнь. Взаимодействовать это со своими жизнь, сверстниками, да, да. потому что в жизни бывает Не всякое. сидеть в сторонке, и вот тут да, мы и вот, ребенка не трогаем. Да, и вот тут я, наверное, скажем так, с примера, да, возьму, что мы говорим, что вот сейчас, да, общество к этому поворачивается, но бывают такие родители, говорят, ну вот видят ребенка с ОВЗ и говорят, сынок, вот с ним не общайся, давай-ка, как будто чуть ли не это заразная болезнь. Да, и то есть в первую очередь, по-моему, может, идет от родителей, потому что дети же воспринимают это совершенно как нормально, да? Дети воспринимают, то есть ребенка нормально. Он не видит недостатки. Все недостатки видят взрослые. В первую очередь. И вот, соответственно, проекция тогда происходит. Да. Опять взрослым, если у них есть там какие-то мнения о каком-то ребенке, ну, все, что негативное, лучше говорить вот в сторонке, чтобы ребенок не слышал. У ребенка вот такие уши. У них такие, да. Ты скажешь в одной стороне, в одном углу, он услышит вот так. В другом, да. Ну, ребенок губка, да. Мне очень нравится по этому поводу анекдот, когда вот в детском саду вдруг все дети начали матом ругаться. Знаете это? Нет. Да? А потом выясняется, что, оказывается, курсанты приходили проводку делали, и говорят, их вызывают, и говорят, что случилось? Говорят, нет, говорят, сержант Иванов поднялся и начал паять проводку. И что, говорит, ну мне потом начали, я держал стремянку, и мне начали капли падать на голову. Да. И что ты сказал? Говорит, ну я сказал, говорит, сержант Иванов, неужели вы не видите, что вашему боевому товарищу на голову падает капля раскаленного олова? Культурно выражение. И, собственно, после этого... Так, ну что, а что делать? Да, мы на финишной прямой, друзья. Давайте пожелаем друг другу. Мы же это все сняли, показали. Какой обильный кусочек мне Семен положил. Спасибо. Он знает, что я все время голодный, несмотря на то, что я это... Важно нанизать и травка, и помидорчик, и буррата, чтобы это было. У меня со сыром не получается. Его надо вот так кусочек забрать, да? Вилочку так отломить? Вилочка, мне трава мешает. Откушу. И бальзамический сказали, это же не бальзамик. Крем. Бальзамический крем, это чуть-чуть другое, да? Как заправка. Он придает очень, да? Очень вкусный, Елена Сергеевна. Спасибо вам за очень интересную беседу. Да, действительно, мы много узнали. Серьезная тема. Как говорится, честь вам и хвала. Не мне, педагогам моим. Педагогам вашим, но в том числе передавайте им обязательно. Да. В вашем очень ответственном, очень важном, серьезном деле. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших зрителей. Любите своих детей. Будьте им друзьями, товарищами, соратниками. Помогайте им. И будьте на равных. Любите детей. Они ваше будущее. Да. Друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была заведующая детским садом номер 1 «Звездочка» Черных Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, еще раз огромное вам спасибо. Да, спасибо за приглашение. Успехов, удачи, всего хорошего. А нашим телезрителям, друзья, будьте здоровы и ешьте, как мы говорим часто здесь, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.